Мы начинаем наш арктический квиз в рамках традиционного ежегодного Дня Арктики в Национальной библиотеке Республики Коми. Первый тур. Современная Арктика. Первый вопрос. Это единственное в мире действующее грузовое судно с атомной силовой установкой. Оно предназначено для транспортировки грузов в отдаленные северные районы, а названо в честь кратчайшего морского пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Напишите его название. И мы переходим ко второму вопросу. В феврале 2020 года команда радиостанции Европа Плюс провела эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты – поселка Баренцбург на Шпицбергене. А где зафиксировано это уникальное событие? Переходим к вопросу номер 3. На сегодняшний день в Арктике обустроено несколько российских военных баз. Одна из них находится на территории Булунского улуса Республики Саха. Это первый в вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла, построенный в Арктике. Это значит, что личному составу, проживающему в нем, не придется без особой необходимости выходить во внешнюю среду. Как называется эта военная база, если с высоты комплекс напоминает лист медоносного растения из семейства бобовых? Впереди вопрос номер 4. Северный морской путь, связывающий Европу и Азию, представляет экономический интерес для многих стран в Арктике. Но не только он. В настоящее время уже есть планы создания еще одного вида связи континентов. И это будет пример высокотехнологичного решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. О чем идет речь?
Следующий вопрос. Арктический туризм сейчас интенсивно развивается. На острове Бел, в национальном парке Русская Арктика, кроме всего прочего, туристов привлекает памятник истории и культуры Дом Эйре. Это сборный норвежский щитовой дом, привезенный с собой британскими исследователями в 1881 году. С тех пор в этом доме побывали полярники многих экспедиций. Что они оставляли на стенах в память о своих экспедициях? Вопрос номер 6. На этом архипелаге в 1961 году была взорвана мощнейшая в истории человечества водородная бомба, 58-мегатонная «Царь-бомба». Сейсмическая волна, возникшая в результате взрыва, 3 раза обогнула земной шар, а звуковая волна, порожденная взрывом, докатилась до острова Диксон. Полигон остается действующим до сих пор. В настоящее время здесь проводятся неядерные взрывные эксперименты в целях поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала. О каком архипелаге идет речь? И последний вопрос в этом туре. На акватории Баренцева моря к настоящему времени открыто 11 месторождений нефти и газа. Среди них крупнейшее в мире Штокмановское. Однако разработка его в ближайшее десятилетие не планируется. Почему? Повторяем вопросы этого раунда. Первый вопрос. Это единственное в мире действующее грузовое судно с атомной силовой установкой. Оно предназначено для транспортировки грузов в отдаленные северные районы, а названо в честь кратчайшего морского пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Напишите его название. В феврале 2020 года команда радиостанции Европа Плюс провела эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты – поселка Баренцбург на Шпицбергене. А где зафиксировано это уникальное событие? На сегодняшний день в Арктике обустроено несколько российских военных баз. Одна из них находится на территории Булунского улуса Республики Саха. Как называется эта военная база, если с высоты комплекс напоминает лист медоносного растения из семейства бобовых? Северный морской путь, связывающий Европу и Азию, представляет экономический интерес для многих стран в Арктике.
но не только он. В настоящее время уже есть планы создания еще одного вида связи континентов. И это будет пример высокотехнологичного решения для развития мировой экономики в сочетании с применением наивысших экологических стандартов в строительстве. О чем идет речь? На острове Белл, в национальном парке Русская Арктика, кроме всего прочего, туристов привлекает памятник истории и культуры Дом Эйре. Это сборный норвежский щитовой дом, привезенный с собой британскими исследователями в 1881 году. С тех пор в этом доме побывали полярники многих экспедиций. Что они оставляли на стенах в память о своих экспедициях? На этом архипелаге в 1961 году была взорвана мощнейшая в истории человечества водородная бомба, 58-мегатонная «Царь-бомба». В настоящее время здесь проводятся неядерно-взрывные эксперименты в целях поддержания надежности и безопасности ядерного арсенала. О каком архипелаге идет речь? На акватории Баренцева моря к настоящему времени открыто 11 месторождений нефти и газа. Среди них крупнейшее в мире Штокмановское. Однако разработка его в ближайшее десятилетие не планируется. Почему? Сейчас у вас есть 1 минута, чтобы вы отправили нам ваши ответы. Через минуту мы озвучиваем правильные ответы. Итак, время вышло. Узнаем правильные ответы. Единственное в мире действующее грузовое судно с атомной силовой установкой называется Севморпуть. Эфир из самой северной в истории общедоступного радиовещания точки планеты зафиксирован в книге рекордов Гиннесса. Первый в вооруженных силах России военный городок замкнутого цикла, построенный в Арктике, и с высоты напоминающий лист медоносного растения из семейства бобовых, называется северный клевер. Еще одним видом связи Европы и Азии, помимо Северного морского пути, может стать оптоволоконная связь по дну Северного ледовитого океана. Полярники в память о своих экспедициях оставляли на стенах дома Эйры автографы. Мощнейшая в истории человечества водородная бомба, 58-мегатонная «Царь-бомба», была взорвана на архипелаге Новая Земля. Разработка штокмановского месторождения в ближайшее десятилетие не планируется, потому что пока нет приемлемого экономического и технологического решения, как сделать разработку гигантского месторождения рентабельной. Второй раунд. Воркута, история и современность. Вопрос номер 1. Изначально на шахтах Воркуты все делали вручную. В 1934 году из Москвы в далекую тундру был доставлен первый локомобиль, вырабатывающий электричество. Эта машина имела прямое отношение к человеку, который предложил Совнаркому организовать поиски угля и нефти на Печоре. В Москве она обеспечивала энергией строительство посвященного ему монумента на Красной площади. О какой исторической личности и каком монументе идет речь?
Вопрос номер 2. Эта 12-летняя девочка из Волгограда спустя 20 лет стала автором множества любимых всеми песен, в том числе и своеобразного гимна Воркуты. Назовите ее имя. Третий вопрос. Первый номер газеты «Заполярье», по праву считающийся одним из символов города, вышел 3 августа 1952 года. В воскресном номере от 31 августа 1952 года, когда Воркута вместе со всей страной отмечала День шахтера, было напечатано первое поэтическое произведение коми-поэта Серафима Попова с подходящим случаю названием. Каким? Переходим к вопросу номер 4. В 1995 году в Воркуте побывал герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II. Это была не туристическая поездка герцога. Она была связана с экологическими программами Всемирного фонда по защите дикой природы, президентом которого он являлся. В интервью местным журналистам он отметил, что воркутинская земля похожа на Норвегию с одним отличием. Какое отличие от норвежских городов увидел принц Филипп, глядя на Воркуту с высоты птичьего полета? Пятый вопрос. Как называют жителей города Воркута? Назовите все возможные катайконимы в единственном и множественном числе, женском и мужском роде. Всего их 6. Переходим к вопросу номер 6. В августе 2016 года газета «Комсомольская правда» опубликовала топ-3 мертвых поселков и городов Республики Коми, куда в Коми тянет сталкеров и экстремалов. Тройку лидеров возглавил самый известный и загадочный пункт на карте республики, который в переводе с ненецкого и языка Коми означает «река в долине смерти». Сейчас его территорию используют как военный полигон под условным названием Пембой.
2005 году бомбардировщик Ту-160, на борту которого находился Владимир Путин, произвел запуск 3 ракет по зданию бывшего Дома культуры. Вспомните название поселка. И последний вопрос этого тура. С чем связана традиция говорить не «я еду в Воркуту», а «я еду на Воркуту»? Повторяем вопросы этого раунда. Изначально на шахтах Воркуты все делали вручную. В 1934 году из Москвы в далекую тундру был доставлен первый локомобиль, вырабатывающий электричество. Эта машина имела прямое отношение к человеку, который предложил Совнаркому организовать поиски угля и нефти на Печоре. В Москве она обеспечивала энергией строительство посвященного ему монумента на Красной площади. О какой исторической личности и каком монументе идет речь? Эта 12-летняя девочка из Волгограда спустя 20 лет стала автором множества любимых всеми песен, в том числе и своеобразного гимна Воркуты. Назовите ее имя. Первый номер газеты «Заполярье», по праву считающийся одним из символов города, вышел 3 августа 1952 года. В воскресном номере от 31 августа 1952 года, когда Воркута вместе со всей страной отмечала День шахтера, было напечатано первое поэтическое произведение коми-поэта Серафима Попова с подходящим случаю названием. Каким? В 1995 году в Воркуте побывал герцог Эдинбургский, муж королевы Великобритании Елизаветы II. В интервью местным журналистам он отметил, что воркутинская земля похожа на Норвегию с одним отличием. Какое отличие от норвежских городов увидел принц Филипп, глядя на Воркуту с высоты птичьего полета? Как называют жителей города Воркута? Назовите все возможные катайконимы в единственном и множественном числе. В августе 2016 года газета «Комсомольская правда» опубликовала топ-3 мертвых поселков и городов Республики Коми, куда в Коми тянет сталкеров и экстремалов. Тройку лидеров возглавил самый известный и загадочный пункт на карте республики, который в переводе с ненецкого языка Коми означает «река в долине смерти». Сейчас его территорию используют как военный полигон под условным названием Пембой. Вспомните название поселка. С чем связана традиция говорить не «я еду в Воркуту», а «я еду на Воркуту»? Сейчас у вас есть 1 минута, чтобы вы отправили нам ваши ответы. Через минуту мы озвучиваем правильные ответы.
Время вышло. Узнаем правильные ответы. Первый локомобиль, доставленный на шахты Воркуты из Москвы, обеспечивал энергией строительство мавзолея Владимира Ильича Ленина. Автором своеобразного гимна Воркуты является Александра Николаевна Пахмутова. В день шахтера 31 августа 1952 года в газете «Заполярье» было напечатано первое стихотворение коми-поэта Серафима Попова «Уголь». Глядя на Воркуты с высоты птичьего полета, принц Филипп заметил: «А трубы ваши все же дымят». Жителей города Воркута называют воркутинцы, воркутинец, воркутинка, воркутяне, воркутянин, воркутянка. Самый известный и загадочный пункт на карте республики, в который в переводе с ненецкого означает «река в долине смерти», это поселок Хельмер-Ю или Хальмер-Ю. Традиция говорить «я еду на Воркуту» связана с тем, что город был основан на реке Воркута, а сам поселок первоначально назывался Рудник. Переходим к третьему раунду. Природа Арктики. Первый вопрос. Первые представители человека разумного, Homo sapiens, проникли на побережье Северного Ледовитого океана около 30 тысяч лет назад. Археологам известны стоянки древних людей, мамонтовая курья и бёрелёх. В условиях постоянной борьбы с холодом и стихией в организме человека произошла мутация, которая привела к улучшению выживаемости в данных условиях. Что это за мутация и как она проявляется внешне? Переходим ко второму вопросу. Это животное является официальным символом международной организации, представляющей интересы народов Арктики и арктических стран – Арктического совета. Определение этого животного включает в себя название целого ряда других видов животных – лиса, заяц, пес. Назовите это животное. Третий вопрос. Это относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом у них могут быть спутники. Один из них назван в честь Арктики. О чем идет речь? Следующий вопрос. Ненецкое слово «воркута», греческий топоним «Арктика» и латинский «Антарктика» – «Антарктида» имеют практически одинаковое значение. Какое слово их объединяет?
Отвечаем на пятый вопрос этого раунда. На какое условие помолвки норвежского полярного исследователя Фритьёфа Нансена должна была согласиться его будущая жена Ева Сарс, несмотря на то, что Арктику исследователь называл страной ледяного ужаса? Вопрос номер 6. Это слово имеет несколько значений. Вид одежды, который защищает людей от холода и жары, и ледник, который покрывает возвышенности, отражает солнечные лучи и не дает планете перегреться. О чем идет речь? Последний вопрос раунда. Белые медведи живут в Арктике, Северный полюс. Пингвины обитают в основном на материке Антарктида, Южный полюс. Но это не единственная их среда обитания. Их можно встретить на южных берегах Новой Зеландии, Африки, Австралии, Южной Америки, на близлежащих к Антарктиде островах. Но есть одно место, где можно встретить и белых медведей, и пингвинов вместе. Какое это место? Повторяем вопросы этого раунда. Первые представители человека разумного, Homo sapiens, проникли на побережье Северного Ледовитого океана около 30 тысяч лет назад. В условиях постоянной борьбы с холодом и стихией в организме человека произошла мутация, которая привела к улучшению выживаемости в данных условиях. Что это за мутация и как она проявляется внешне? Это животное является официальным символом международной организации, представляющей интересы народов Арктики и арктических стран – Арктического совета. Определение этого животного включает в себя название целого ряда других видов животных – лиса, заяц, пес. Назовите это животное. Это относительно небольшое небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы, хотя при этом у них могут быть спутники. Один из них назван в честь Арктики. О чем идет речь? Ненецкое слово «воркута», греческий топоним «Арктика» и латинский «Антарктика» имеют практически одинаковое значение. Какое слово их объединяет? На какое условие помолвки норвежского полярного исследователя Фритьёфа Нансена должна была согласиться его будущая жена Ева Сарс, несмотря на то, что Арктику исследователь называл страной ледяного ужаса? Это слово имеет несколько значений. Вид одежды,
который защищает людей от холода и жары, и ледник, который покрывает возвышенности, отражает солнечные лучи и не дает планете перегреться. О чем идет речь? Белые медведи живут в Арктике, Северный полюс. Пингвины обитают в основном на материке Антарктида, Южный полюс. Но есть одно место, где можно встретить и белых медведей, и пингвинов вместе. Какое это место? Сейчас у вас есть 1 минута, чтобы вы отправили нам ваши ответы. Через минуту мы озвучиваем правильные ответы. Итак, время вышло. Узнаем правильные ответы. В условиях постоянной борьбы с холодом и стихией в организме человека произошла мутация, внешнее проявление которой – светлая кожа. Побуждающими факторами мутации послужила низкая интенсивность ультрафиолетового излучения, что характерно для районов севера. На эмблеме Арктического совета изображен писец. Небольшие небесные тела Солнечной системы, движущиеся по орбите вокруг Солнца, это астероиды. В честь Арктики назван астероид, открытый в 1924 году. Название города Воркута с ненецкого языка переводится как «много медведей», изобилующая медведями, медвежий угол. Арктика, греческое слово, переводится как «медведица». Антарктика, латинское слово, переводится как «медведь». Одним из условий помолвки Фритьёфа Нансена было согласие его будущей жены Евы Сарс на его участие в походе на Северный полюс. Несколько значений имеет слово «шапка». Это и одежда, и ледник на возвышенностях, ледяная шапка. В зоопарке можно встретить и пингвинов, и белых медведей. 4-й раунд – Шазам. Вопросы в этом туре не повторяются. Назовите фильм, песня из которого сейчас прозвучит. Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он. Угадайте имя персонажа. Вы не встречали моего товарища, который ходит на 2 ногах и может снять с себя шкуру. У него на щеках не растет шерсть, и нос не черный, а розовый. Он мальчик. Я ищу его, ищу. Трейлер к какому мультфильму вы слышите? Меня зовут Свифти. Кто тут будущий альфа-пес? Ты. Альфа-лис! Альфа-псы. Суперзвезды Арктики. А где Свифти? Я стану лучшим в службе доставки полярный вихрь. На повышение не надейся. Ты же просто обычный лис. Не утянешь ты здоровенные сани. Ничего у тебя не выйдет. Но слабо берешь. Класс. И первая же доставка к черту на рога.
Первый исполнитель этой песни был представителем коренных малочисленных народов Дальнего Востока. Название его национальности созвучно названию очень популярной в 90-е годы российской поп-группы, исполнявшей песню про эскимосов. Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам, белой шкуры медвежьей брошу к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Вспомните названия аппаратов, с помощью которых велись подводные съемки в этом фильме. О каком городе поет песню Юрий Висбор? Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйдвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом каленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. Назовите фильм о романтической любви, удивительном упорстве и человеческом характере. Сейчас у вас есть 1 минута, чтобы вы отправили нам ваши ответы. Через минуту мы озвучиваем правильные ответы. Итак, время вышло. Узнаем правильные ответы. Фильм о поисках легендарной теплой земли за полярным кругом «Земля Санникова». Своего товарища, у которого нос не черный, а розовый, искал Умка из мультфильма «Умка ищет друга». Мультфильм о службе доставки «Полярный вихрь»
называется «Стражи Арктики». Песни «Увезу тебя я в тундру» или «Чук-Чавчуми ждет рассвета» исполнял колоритный нанайский певец Кала Бельды, а песню «Эскимос и папуас» – группа Нана. Подводные съемки в фильме «Титаник» велись с помощью батискафов «Мир». «Мир-1» и «Мир-2» – научно-исследовательские глубоководные обитаемые аппараты для океанологических исследований и спасательных работ. Юрий Висбор исполняет песню о Мурманске. «Два капитана» – история полярного летчика Сани Григорьева, который посвятил свою жизнь поискам пропавшей в Арктике экспедиции капитана Ивана Татаринова. 5-й раунд. Кошмарики от Марика и не только. Первый вопрос. О чем пишет Марк Каганцов в своих воркутинских выкрутасах в книге «Кошмарики»? «Я тютчева не понимая, поскольку Воркута мой дом, люблю в начале мая и не мечтаю о другом». О чем воркуют голуби? Стихотворение Марка Каганцова. «Я знаю, что на свете есть места, где солнце жарче, небо голубей, но голуби воркуют, и я один из этих голубей». Третий вопрос. Воркута. Конец июня. Идет густой мокрый снег. Из Москвы прилетел корреспондент крупной столичной газеты. Его встречает ответственный секретарь воркутинской газеты «Заполярье» Роман Дмитриевич, человек, обладающий тончайшим чувством юмора. «Когда же у вас здесь бывает лето?» – с удивлением спрашивает столичный гость. «Трудно сказать», – отвечает ему Роман с серьезным лицом. Лишь в углах глаз спрятана хитринка. «Год на год не приходится. В прошлом году, например, оно было...» Когда же было лето в Воркуте, согласно одноименному произведению Марка Каганцова? Чего испугался ребенок, увидев, как на пляже взвихрил песок? В одном из родничков житейских случаев Дмитрия Стахорского. Воркутинский ребенок с мамой на пляже в Геленджике. Играл с мячиком, в песке возился. Мать загорала, прикрыв шляпой голову от солнца. Налетел порыв ветра. Один, второй. Взвихрил песок. Малыш все бросил, стал собирать вещи, теребить мать. «Мама, мама, пойдем домой!» 5-й вопрос. Как называется стихотворение Валентина Гринера? «Нес отпускник по улицам заснеженным». Она совсем недорога в Рязани или Нежине. Там парни прямо ворохом дарят ее в апреле. За нашей параллелью. И вся дорога зыбкая, от самолета к дому, вдруг расцвела улыбками девчонок незнакомых. Шахтер дарил по веточке, по самой дольке маленькой, и радовались девочки в пуховиках и валенках, необычайно гордые, сияющие лица, весну несли по городу в заснеженных петлицах. Чему или кому посвящена песня Валентина Гринера, если он, она или оно поет нам о чем-то своем, летит на лихом скакуне, стучится в палатку ко мне, иголками колет глаза? К кому обращается лирический герой в стихотворении Ольги Хмара? «Ну же, встречай, как еще никого не встречала. Моя, не улыба, зазнайка, привет. Я поздороваться. Видишь, с вещами, с вокзала. Где-то вот здесь, в голубичном сиянии он, клином свет. Как хороша, не спеши удивлять, зная, копишь белила. Сколько уже одержала и сколько одержишь побед. Чем ты меня? Ну рассказывай, где опоила?» И приручила, и приговорила к себе. «Милая, в осени рыжих веснушках растрепа, дай заберу, если лишней скопилась тоска. Азия с Африкой, сверхскоростная Европа, в недоумении пальцем вертят у виска». Повторяем вопросы этого раунда. Первый вопрос. О чем пишет Марк Каганцов в своих воркутинских выкрутасах в книге «Кошмарики»? «Я тютчева не понимая, поскольку Воркута мой дом, люблю в начале мая и не мечтаю о другом». О чем воркуют голуби?
Стихотворение Марка Каганцова. Я знаю, что на свете есть места, где солнце жарче, небо голубей. Но голуби воркуют, и я один из этих голубей. Третий вопрос. Воркута. Конец июня. Идет густой мокрый снег. Из Москвы прилетел корреспондент крупной столичной газеты. Его встречает ответственный секретарь воркутинской газеты «Заполярье» Роман Дмитриевич, человек, обладающий тончайшим чувством юмора. «Когда же у вас здесь бывает лето?» – с удивлением спрашивает столичный гость. «Трудно сказать», – отвечает ему Роман с серьезным лицом. Лишь в углах глаз спрятана хитринка. «Год на год не приходится. В прошлом году, например, оно было...» Когда же было лето в Воркуте, согласно одноименному произведению Марка Каганцова? Чего испугался ребенок, увидев, как на пляже взвихрил песок в одном из родничков житейских случаев Дмитрия Стахорского? Воркутинский ребенок с мамой на пляже в Геленджике. Играл с мячиком, в песке возился. Мать загорала, прикрыв шляпой голову от солнца. Налетел порыв ветра. Один, второй. Взвихрил песок. Малыш все бросил, стал собирать вещи, теребить мать. «Мама, мама, пойдем домой!» Пятый вопрос. Как называется стихотворение Валентина Гринера? «Нес отпускник по улицам заснеженным». Она совсем недорога в Рязани или Нежине. Там парни прямо ворохом дарят ее в апреле. За нашей параллелью. И вся дорога зыбкая, от самолета к дому, вдруг расцвела улыбками девчонок незнакомых. Шахтер дарил по веточке, по самой дольке маленькой, и радовались девочки в пуховиках и валенках, необычайно гордые, сияющие лица, весну несли по городу в заснеженных петлицах. Чему или кому посвящена песня Валентина Гринера, если он, она или оно поет нам о чем-то своем, летит на лихом скакуне, стучится в палатку ко мне, иголками колет глаза? К кому обращается лирический герой в стихотворении Ольги Хмара? «Ну же, встречай, как еще никого не встречала. Моя, не улыба, зазнайка, привет. Я поздороваться. Видишь, с вещами, с вокзала. Где-то вот здесь, в голубичном сиянии он, клином свет. Как хороша, не спеши удивлять, зная, копишь белила. Сколько уже одержала и сколько одержишь побед. Чем ты меня? Ну рассказывай, где опоила?» И приручила, и приговорила к себе. «Милая, в осени рыжих веснушках растрепа, дай заберу, если лишней скопилась тоска. Азия с Африкой, сверхскоростная Европа, в недоумении пальцем вертят у виска». Сейчас у вас есть 1 минута, чтобы вы отправили нам ваши ответы. Через минуту мы озвучиваем правильные ответы. Итак, время вышло. Узнаем правильные ответы. Марк Каганцов в своих воркутинских выкрутасах в книге «Кошмарики» пишет о пурге. Стихотворение Марка Каганцова «Голуби воркуют, Воркута». Лето в Воркуте
согласно одноименному произведению Марка Каганцова, было в пятницу. В одном из родничков Дмитрия Стахорского, увидев на пляже, как взвихрил песок, ребенок закричал: «Мама, мама, пойдем домой, пурга начинается!» Стихотворение Валентина Гринера называется «Черемуха в Заполярье». Песня Валентина Гринера посвящена полярной вьюге. Лирический герой стихотворения Ольги Хмара обращается к тундре. На этом мы завершаем нашу сегодняшнюю игру. Спасибо всем за участие. Ну а имена победителей будут объявлены чуть позже. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте.